Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Я рада встрече с вами на уроке русского языка. Мы приступаем к обобщению и закреплению знаний орфографии. Я надеюсь, вы будете внимательно и творчески подходить к каждому заданию, ведь от этого зависит результат. И начать наш урок, как всегда, мне хотелось бы с пословицы. Без терпения нет умения. Смысл этой пословицы в том, что ни одно дело, даже самое легкое, нельзя выполнить, не проявив терпения. Нельзя овладеть каким-то мастерством сразу. Сначала нужно терпеливо выслушать того, кто вас обучает, или внимательно прочитать инструкцию, если хотите самостоятельно научиться чему-то. Каждое, даже самое простое дело кажется очень сложным, и только тот овладеет им, кто проявит терпение и усидчивость. Тема сегодняшнего урока – орфограммы в суффиксах и окончаниях слов. В ходе ее изучения мы ответим на следующие вопросы. Какие орфограммы в суффиксах и окончаниях слов нужно знать, чтобы грамотно писать? Какие правила вы уже освоили и над какими нужно еще поработать? Для чего нужны скороговорки? Проведем разминку, непростую, речевую. Потренируемся в четком и быстром произношении слов в скороговорках. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как в капюшоне он смешон. Рама рано розовеет, рама рада солнце греет. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Полосатые полосы полоскала дочка Власа. Полоскала, полоскала, полосатая речка стала. Произнесем скороговорки быстрее. Свободно открывайте рот и правильно артикулируйте каждый звук. Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок капюшон, как в капюшоне он смешон. Рама рано розовеет, рама рада солнце греет. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Полосатые полосы полоскала дочка Власа, полоскала, полоскала, полосатая речка стала. Хочу усложнить вам задачу. В ошибкоопасных местах в скороговорках пропущены буквы. Найдите слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Какие правила вы при этом вспомнили? В первой скороговорке мы встречаемся с суффиксами в именах существительных и прилагательных кукушонку, кукушонок и смешон. Каким правилом воспользуемся? В суффиксах после шипящих под ударением пишем «о», без ударения «е», а слово «капюшон» слово иноязычного происхождения и состоит из корня, поэтому к нашему правилу не подходит, хотя очень похоже на него. В иноязычных словах в корне после шипящих под ударением пишется «о». Потренируемся. Вставьте пропущенные буквы в суффиксах имен существительных и прилагательных. Слушок, сундучок, камышовый, реченька, ежовый, прыжок, девчонка, ноженька, парчевый, рубашонка. Какая орфограмма спряталась во второй скороговорке? Конечно же, вы сразу узнали глагол. Правописание окончаний глаголов розовеет, греет зависит от спряжения.
Значит, мы должны хорошо разбираться в определении спряжения глаголов. Какие гласные следует писать в следующих глаголах? Убедимся, что вы хорошо освоили правила спряжения. В третьей скороговорке спрятались орфограммы в окончаниях имен прилагательных и существительных. Зимним утром на заре. Правописание окончаний имен существительных зависит от склонения. Заря – существительное первого склонения в предложном падеже. Пишем «е». А от чего зависит окончание имени прилагательного? Имена прилагательные согласуются с именами существительными в роде, числе, падеже. Задаем вопрос от имени существительного. Утром каким? В вопросе окончание «им». Значит, и в прилагательном тоже «им». Зимним. И в четвертой скороговорке орфограммы в окончаниях имен прилагательных. Поласы. Какие? Полосатые. В окончании «и» после твердой «т». А вот случай интересный со следующей формой прилагательного полосатый. В нем окончание «ой». Почему? Потому что в данном случае имя прилагательное – часть сказуемого. Что говорится о речке? Речка стала какой? Полосатой. В вопросе окончание «ой» и в прилагательном «ой». Какие выводы можно сделать, обобщая нашу работу? Чтобы не ошибиться в правописании суффиксов и окончаний имен существительных, прилагательных, а также личных окончаний глаголов, нужно: первое. Определить часть речи. Второе. Установить, в какой части слова находится орфограмма. Третье. Следовать правилам, которые мы повторили. В начале урока мы тренировались быстро и четко произносить скороговорки. А знаете ли вы, что такое скороговорки и зачем они нужны? Сравните свои предположения с мнением Елены Кичак. Скороговорки – это фразы или стишки. Они построены из труднопроизносимых слов, сочетаний звуков и слогов и предназначены для проговаривания вслух. Скороговорки развивают наш речевой аппарат, делают его более подвижным. Речь становится правильной, выразительной, четкой, понятной, а человек – успешной в будущем личностью. Разучивая скороговорку, мы учимся осмысленно относиться к тому, что говорим, взвешивая каждое слово, чувствуем связь между словосочетаниями, улавливаем очень тонкие оттенки в интонации, смысле, значении. Кроме того, это самое настоящее развлечение – от души смеяться над собственными и чужими ошибками в произношении. Очень весело и полезно. Это отличный способ проведения времени в кругу семьи или на детском празднике. Совпали ваши предположения с информацией из текста? Что нового вы узнали о скороговорках? Я согласна с Еленой, что скороговорки не только развивают наш речевой аппарат, делая его более подвижным, а речь четкой и выразительной, но доставляют массу удовольствия. А вы как считаете? Поработаем с текстом. Какие микротемы в нем можно выделить? Думаю, абзацное членение вам помогло с ответом. В тексте 3 микротемы. Выделим ключевые слова и составим простой план текста, чтобы лучше его понять и правильно озаглавить. Первая микротема. Какая основная информация в ней заложена? Выделим ключевые слова, которые помогут это понять. Фразы,
стишки из труднопроизносимых слов для проговаривания развивают речевой аппарат, речь правильной. Что мы узнали? Что такое скороговорки и каковы их возможности? Это первый пункт нашего плана. Вторая микротема. Разучивая, учимся, взвешиваем, чувствуем, улавливаем. В этом абзаце мы узнали, какие навыки мы развиваем, разучивая скороговорки. Это второй пункт нашего плана. Третья микротема. Развлечение, смеяться, весело, полезно, в кругу семьи, на празднике. Третий пункт, думаю, озаглавить нетрудно. Скороговорка еще и полезное развлечение. Итак, что у нас получилось? План. Первое. Что такое скороговорки и каковы их возможности? Второе. Какие навыки мы развиваем, разучивая скороговорки? Третье. Скороговорка еще и полезное развлечение. Вот теперь можно и придумать название тексту. Нужно только определить, что мы хотим. Обозначить тему в заголовке или основную мысль. Если тему, то можно очень коротко. Скороговорки в нашей жизни. А если основную мысль, то тут нужно дольше подумать и выделить снова ключевые слова, но уже из плана. Предлагаю варианты. Для чего нужны скороговорки? Скороговорки – веселое и полезное занятие. Скороговорки – полезное развлечение. Выбор за вами. В каждом заголовке отражена основная мысль текста, но, как видите, по-разному. Теперь рассмотрим текст с точки зрения грамматики, но сначала слова, которые в тексте даны курсивом. Приглашаю в нашу постоянную рубрику «Слово дня». Труднопроизносимый. Первое значение – произносимый, проговариваемый с трудом. Например, труднопроизносимые звуки. Второе значение – неудобный в публичном произнесении. Труднопроизносимое слово. Интересно, что у этого слова нет синонимов. Слово сложено из двух слов – трудный плюс произносить, то есть проговаривать, соединительное гласное «о», и в результате в слове 18 букв. Потренируйтесь в его произнесении. Трудно произносимый. Несмотря на то, что слово длинное, согласитесь, произносится легко. Следующее слово в нашей рубрике – проговаривать. Именно от него образовано отглагольное существительное проговаривание. Проговаривать. Первое значение. Пункт А. Произносить, говорить. Пункт Б. Выговаривать, произносить вслух, обычно ясно, раздельно. Второе значение – разговорное. Говорить о чем-либо, обговаривать. Третье значение – говорить, разговаривать в течение какого-либо времени. Синонимы. Произносить, промолвить, сказать, говорить, обговорить. Антонимы. Промолчать, молчать. Кстати, очень хорошее слово для развития речевого аппарата. Вернемся к тексту и рассмотрим орфограммы в первом абзаце. Построим работу следующим образом. Начертите в тетради таблицу, как показано в учебнике, на странице 233 и у меня на слайде. Какие слова в нее вы поместите из первого абзаца? Рассматривайте только те, в которых пропущены буквы и слова в скобках. Их следует поставить в нужную форму, чтобы согласовать с другими.
Посмотрите на образец выполнения и приступайте к работе. Что же должно у вас получиться? Из сочетаний чего? Слогов. Второе склонение – родительный падеж множественного числа. Подвижный – имя прилагательное. Раскрываем скобки. Делают его, то есть аппарат. Каким? Более подвижным. В данном случае имя прилагательное мужского рода единственного числа в творительном падеже. Речь становится какой? Правильной, выразительной, четкой, понятной. Имена прилагательные в форме женского рода единственного числа, так как описывают речь. В вопросе «ой», в окончаниях прилагательных тоже «ой». Проверьте себя. Мы учимся. Что делать? Относиться. Глагол стоит в неопределенной форме. Пишем мягкий знак. Второе спряжение. Чувствуем связь между чем? Между словосочетаниями. Имя существительное среднего рода, склонение на «ие» стоит в форме множественного числа творительного падежа. Окончание «ями». Усиливаем оттенки. В чем? В интонации, смысле, значении. Это имена существительные. Интонация, женский род, склонение на «ие» стоит в форме единственного числа предложного падежа. Окончание «и». Смысле, смысл, второе склонение, мужской род, стоит в форме единственного числа предложного падежа. Окончание «е». Значение, значение, средний род, склонение на «ие» в форме единственного числа предложного падежа. Окончание «и». Проверяем. Глагол «смеяться» стоит в неопределенной форме, так как является в предложении подлежащим. Что делать? Смеяться. Возвратный глагол первого спряжения. Пишем мягкий знак. Смеяться над чем? Над произношением. Произношение. Имя существительное, средний род, склонение на «ие» в творительном падеже единственного числа. Способ проведения времени где? На чем? На празднике. Праздник. Имя существительное мужского рода второго склонения в единственном числе предложенного падежа. Окончание «е». Надеюсь, что наши объяснения совпали, и вы тоже правильно определили окончание имен существительных, прилагательных и глаголов. Прочитайте пословицы и вставьте пропущенные буквы. Какие орфограммы их объединяют? Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. Поживешь – увидишь, подождешь – услышишь. Книга счастье украшает, а в несчастье утешает. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Надеюсь, вы правильно ответили на мой вопрос. Во всех словах пропущены гласные в окончаниях. Проверяем. Человек болеет от чего? От лени. Имя существительное – лень. Третье склонение – родительный падеж
в окончании «и». Болеет – болеть. Глагол первого спряжения в окончании «е». Здоровеет – здороветь. Глагол первого спряжения в окончании «е». Поживешь – увидишь. Видеть – глагол исключения второго спряжения, поэтому будем писать «и» в окончании. Услышишь – тоже глагол исключения второго спряжения, значит, пишем «и» в окончании. Книга в счастье украшает. Украшать – глагол первого спряжения, пишем «е» в окончании. Утешает – утешать – глагол первого спряжения, «е» пишем в окончании. Утешает в чем? В несчастье. Имя существительное несчастье, среднего рода, второе склонение в предложном падеже, окончание «е». Слово «не воробей» – вылетит. Вылететь. Кажется, что глагол первого спряжения, но не торопимся определять тип спряжения по инфинитиву, так как в нем есть приставка «вы». Отбрасываем приставку и получаем «летит». Ударное окончание «ит» показывает, что перед нами глагол второго спряжения. Значит, в окончании глагола «вылетит» надо писать букву «и». Без труда не вынешь. Вынуть – глагол первого спряжения. В данном случае «вы» – это часть корня. Пишем «е». Мы хорошо поработали. Предлагаю отдохнуть. Разгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах. Творческий. Находчивый. Сообразительный. Надеюсь, именно такими вы были сегодня на уроке. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. Какие орфограммы в суффиксах и окончаниях слов нужно знать, чтобы грамотно писать? Какие правила вы уже освоили и над какими нужно еще поработать? Для чего нужны скороговорки? Домашнее задание. Заполните таблицу орфограммы в суффиксах и окончаниях слов своими примерами. Для этого полистайте еще раз учебник. Он будет хорошим подспорьем в выполнении этого задания. Наш телеурок подошел к концу. Спасибо всем, кто активно работал и совершенствовал свою речь. До новой встречи в эфире!